Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Что я беру или не беру его от себя, или как бы выдумываю. Пока, по крайней мере, рассудок нас еще не подводит, память еще более или менее хорошая, и нарнийской болезнью пока не страдаю. Сейчас коротко предисловие. В предоставленной работе проводится историческое и лингвистические исследования этнонимов, которые в прошлом обозначались: чеченцы, кавказиане, тереты, торетты. Кстати, тереты и торетты я еще не фиксировал у себя непосредственно в заглавии каждого моего текста. Обозначались как тереты, торетты, дзурдзуки, кистинцы, сасаны, а также тех названий, которые обозначают чеченцы сегодня: нахчи, нохчи, чеченцы. Исследование построено на анализе древних географических названий: Нахчиматянг, Нахчаван, Нахчери, Нухаше, область Сасан, Кистети, Дзурдзукети, Дурдукка, Зурдзука, Цова, Цупану, Каф и так далее, с целью выявить в этих названиях этническую основу: нахчи, нохчи, сасаны, шашаны, шишани, чеченцы, кавказяне, дзурдзуки, кисты. Кроме того, посредством анализа различных исторических источников сделана попытка обосновать глубокую древность этнонима чеченец, чеченцы, а также самоназвание чеченцев нахчи и нахчи, нохчи, как на сегодняшнее современное название, и, собственно, той же этнической общности, которая носила эти названия. Вот, поэтому я надеюсь, что я бы хотел начать немножко, пока люди соберутся. У нас обычно в первой части бывают такие спящие души, пока у вас накопятся вопросы и ответы на те посты, которые были сделаны. Мы зачитаем материал, который чеченцы-кистинцы. Когда грузинские, а вслед за ними российские и западноевропейские авторы при описании народов Кавказа употребляют название кистинцы, кистины, кисти, то зачастую это название применяется как к чеченцам, так порой и к ингушам. Но в большинстве случаев под этим наименованием подразумеваются, собственно, чеченцы. Дело в том, что этот этноним изначально, с самого раннего своего появления в письменных источниках, относился к чеченцам. Поясняя этот вопрос, грузинский ученый А.И. Шавхалашвили отмечал, что в глубокой древности кистинцами кисти называли представителей граничащего с Кахетией чеченского общества Ки или Кей. По словам ученого, кахетинский горец, отправляясь в Ки, говорил, что он идет в Киста, Отсюда произошел этноним кист. Впоследствии это название грузины распространяли на всех чеченцев и ингушей. В самих грузинских источниках название кишти появляется с XIII века. Однако факт более древнего распространения этого этнонима подтверждается данными армянской географии. Хочу отметить той самой географии, которой многие нарнийцы не верят и говорят, что это
не факт научной работы, якобы, что это все подделки. Армянской географии Ашхарайцуца, в которой кистинцы упоминаются в форме кусти. Отметим важные обстоятельства. Я хочу, чтобы многие из вас понимали, то, что я зачитываю, мы изложили давно, еще с 2018 года, излагали его много раз, излагали в своих текстах, в своих постах, со ссылками на какую книгу, где вы можете посмотреть, просто не поленитесь, спуститесь вниз, и вы можете увидеть, многие эти материалы у нас есть. Но все-таки, как говорится, повторение мать учения, я лишний раз подтверждаю исследовательскую работу нашего историка и то, что мы печатали. Отметим важные обстоятельства. Кахетинские горцы, называя чеченцев кистинцами, кистами, не обозначают этим именем бацбийцев, Цова-Тушин. И это показывает, что бацбийцы, наперекор утверждениям некоторых кавказских историков, не являются переселенцами из Ингушетии в Грузию, а представляют собой древнее автохтонное население. В противном случае и бацбийцы, несомненно, получили бы от жителей Кахетии обозначение кистинцы и кисты. Абсолютно верно. Тут мы можем, кому нравится, кому-то нет, но почему-то и с самой древности грузинские ученые у себя в своих работах обозначают непосредственно кистинцев как кистинцами, а бацбийцев цова-тушинами или тушинцами. Так, принято было считать, что чеченцы под этнонимом кистинцы в новое время впервые стал упоминать в российских, вслед за ними и в европейских источниках лишь с 18 столетия. Однако Е.Н. Кушева приводит более ранний документ, датированный 12 апреля 1665 года, в котором упоминаются чеченцы под названием кистинцы, кистичант. Документ этот в книге Е.Н. Кушева выставлен под номером 114 и назван распрос в посольском приказе грузинского митрополия Епифания, приехавший в Москву грузин и тушин в городе Чечень. Кстати, вот как раз таки об этом мы тоже печатали материал, и некоторые нарнийские генералы стратегического назначения пытались нас убедить, что только в начале 18 века якобы упоминается вообще слово «Чечень», поскольку это выгодно именно тем нарнийцам, которые утверждают, что якобы чеченцы, название произошло от аварского чечантала. Вся их выдумка и мистификация разваливается на глазах, когда появляется этот документ, непосредственно который утверждает, что 1600, конец 17 века, вторая половина 17 века, я прошу заметить, еще раз повторюсь, распрос в посольском приказе грузинского митрополита Епифания и приехавший в Москву грузин и тушин о городе Чечень, прошу заметить. И вот что в частности рассказывал митрополит Епифаний. Стилистика и орфография документа сохранены автором, то есть не изменены. Мы будем зачитывать именно так, как зачитывал вот этот грузин и тушин о городе Чечень. Цитирую. От того места, где был город Чечень, до Туш, от города Чечень до Туш, то есть Тушетии, где ныне царевич Николай Давыдович, царевич Ираклий, живет в днище езду, а меж Туш и города Чечня стоит два кабака, то есть селения, горских кистичант, то есть кистин, а людей в них 200 человек, и от тех горских людей им проезд нужен, без подарков никого не пропускают, а подарки демлют большие. Центральный государственный архив и так далее, вы можете почитать, ссылку найдете. Список 1676 года, вторая половина 17 века, для всех нарнийских и утырков и абдолбышей, что без разницы, к какой бы республике они не относились, которые утверждают, что название якобы чеченцы или кистинцы появилось там в первой половине 18 века.
Этот документ еще раз опубликован. Е.Н. Кушевой, выставлен под номером 114. Прошу заметить, этот документ мы тоже публиковали, этот материал тоже есть. Однако, ладно, не будем отвлекаться. Поскольку тушины граничат с чеченцами и дагестанцами и не соприкасаются с ингушами, ясно, что живущие по соседству с тушинами кистины, кистичант могут быть только чеченцами. Кроме того, выглядит вероятным, что содержащийся в названии кистичант компонент чант является отражением названия горного чеченского общества Чанти. Непосредственно Чанти, Чанти, мы знаем, это исконно Нохчи Тейп, который тоже в этих документах отражается. И задонатил наш брат Шах с сообщением за Нохчичу. Шах да саадуэл, да духуахуэл, будисник эзершка содахил. Все, кто хочет поддержать наш канал, вы видите прикрепленное у нас снизу номер карты Сбербанк, МИР. Можете в поддержку нашего канала донатить все, кто желает. Дальше. Иными словами, под названием кистичант можно различить обозначение кистичант, то есть кисты чантийцы или кистинские чантийцы. Однако, вне зависимости от этих соображений, ясно, что речь идет о территории Чечни, непосредственно территории Нохчичу. Поскольку дорога, пролегающая от Тушетии по двум кистинским селениям Кабакам, вывела митрополита Епифания и его спутников к руинам города Чечень, который, судя по поздним описаниям, располагался в Ханкальском ущелье Чечни. Вот здесь на минутку я хочу еще раз остановиться. Вы помните, мы недавно публиковали полевой материал одного старца с Чечен-аула, который рассказывал, что город Чечен, но он рассказывал это по-своему, то есть как он слышал, Чечен, Чанчи, ищется переводы, уж увидели видео и полевой материал, который мы опубликовали, он тоже утверждает, что город Чечен находился непосредственно в Ханкальском ущелье, там, где происходило и сражение. То есть не нынешний Чечен-аул, где сегодня он находится, а более ранний. И плюс ко всему, прошу заметить, что об урочище Чечен-Тала, речь, которую говорил аварский представитель аварского княжества, и этот документ относится к второй половине 18 века. То есть на основании нарнийских ученых и исследователей они утверждали, что чечен, название чеченцы, появилось от аварского якобы Нуцала, Хуцала или как их там, Хунцала, Нуцала, я не знаю, якобы он основал название чечен. Потом пытались дать название, что якобы это кумыки, от кумыкского там чечек или что-то такое, там красивая выделка, поляна цветочная. То есть какую бы мистификацию мы не слышали, это является ерундой. Потому что в этой книге грузинские и тушинские представители, которые в приказе грузинского митрополита Епифания, приехавший в Москву, грузин и тушин, описывают, что они по этой реке Кистичан, которая проходила, наткнулись на развалины города Чачан. То есть город был еще ранее, если они наткнулись на развалинах. Мы можем предполагать, что вполне возможно он был, не знаю, может в 16 веке, может с 15 века непосредственно. Но факт остается фактом, что в 1665 году, 67 году по этому документу они натыкаются на город Чачан, который развалины и руины города Чачан. Продолжаем дальше. Это вот времени я специально поясняю, чтобы было вам понятно. Так, дальше. Иными словами, под названием кистичан можно различать обозначающие кистичан, то есть кистинцы, чантийцы. Это мы вам зачитали. Дальше. В Ханкальском ущелье Чечни. Известный ученый-кавказовед 19 века
один из самых сильных ученых 19 века. Непосредственно мы сейчас говорим об Адольфе Берже, который хоть и был царским, но является иностранцем, и больше, чем он материала, и более обширный материал о чеченском этносе к тому времени смог собрать только Адольф Берже. Ну, для тех, кто не знает, вообще я не восхищаюсь, не говорю, что он лучший, но факт остается фактом. Так описывает былое расположение города Чечен. Слово это, то есть чеченцы, автор, произошло, как говорят сами чеченцы, от аула Большой Чечен, находившийся на берегу Аргуна у подошвы Сюлькварта Чачани, одной из двух гор, возвышающих на плоскости Большой Чечни, образующей между крепостями Грозный и Воздвиженское, так называемое Ханкальское ущелье. В настоящее время существуют только следы большого аула, тогда как имя его так вкоренилось и освоилось, что не только сделалось общепринятым в русских обозначениях целого народа, но даже весьма часто употребляется самими чеченцами. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Таким образом, первое письменное упоминание, прошу заметить, первое письменное упоминание о кистинцах мы встречаем в документе, датированном 12 апреля 1665 года. И представляется бесспорным, что самой ранней письменной фиксации в русских источниках, заметьте, в русских источниках это название обозначает чеченцев. Между тем, в документах 18 века этнонимом кистинцы, кисты, начинается некоторая путаница, вызывая, очевидно, слабым знанием русскими и европейскими путешественниками этнографических реалий Кавказа. Приведем несколько свидетельств, оставленных о кистинцах в этом столетии. Яков Яковлевич Штеллин в 1709-1785 году, немецкий ученый на русской службе, о своем описании Черкесии, напечатанном в географическом месяцесловии на 1772 год, 1772 год, так описывает кистинцев, кистов. Мы говорим о лежащих при северной подошве Кавказских гор землях, а именно о Большой и Малой Кабарде, и от их жителях, кабардинцах. Причем упоминаем о двух с ними смежных особливых народах, коих в России знают под именем кистов или ингешев и чеченцев, и который, может быть, и именем прочих землях Европы едва ли известны. И так легко можно рассудить, что мы все оное не из книг, но из обстоятельных и достоверных известий, также из разговоров с бывшими и тамошних странах офицерами, да и с одним знатным князем и жителем оных земель собирали. Как мы видим, Штеллин называет кистов как ингушей, ингешев, так и чеченцев. Но то, что это носили общее название, что иновчи и ингуши, это к обоим относятся сегодня как бы отдельности, в то время единому названию. Мы об этом говорили, и тут тоже мы ничего нового, грубо говоря, не находим. Так что далее, на той же странице этот автор пишет: возле Большой Кабарды, у жившего в горах особливого народа, называемой кисты или ингуши, видны еще развалины каменной церкви, и в ямах оной, как сказывает, лежат сгнившие книги и пергаментные листы. С того времени в оных землях, начиная от Крыма и Кубани до Астрахани, на Кавказе было слышно только о татарах, да и само имя Кабарда, слово татарское, так как название всех смежных областей и их жителей: абхазы, осеты, ингуши, кисты, чеченцы и прочие суть татарские, кистов или ингушев, населяющих поледяную часть земли, находящуюся между Тереком и Сунжей, по обе стороны Кумбелея
и гранича с Малой Кабардой. Таким образом, Яя Штелин относит кистов то к ингушам, то к ингушам, то к ингушам и чеченцам вместе, то называет кистов и ингушей чеченцев тремя самостоятельными народами. Отметим, что сам Штелин на Кавказе не бывал. Самое важное, когда об этом как раз-таки я много раз пояснял, прежде чем опираться сразу, когда находят такие материалы, бегут там, о, мы сейчас докажем, что мы были правы, а вы все говорили неправду. Я и в прошлый раз, и еще года два тому назад, когда рассказывал как раз-таки об исторических этнонимах, названиях каких-то иностранных ученых, посмотрите, убедитесь, были ли эти ученые здесь, проводили ли они время, путешествовали они по всей территории, не путешествовали они, знали ли они достоверно или же брали где-то, услышав это. Так, дальше. На Кавказе не бывал. Как он признается, составлял свои описания по рассказам русских офицеров, служивших на Кавказе, и некоего кавказского князя, некого кавказского князя неназванной национальности. Опять же, какой-то князь неназванной национальности рассказал эту историю, там бабка нашептала, ветер прошепнул, пролетел, ну и так далее, тому подобное, зафиксировал. Профессор Иоганн Готлиб Георгий, 1729-1802 год, академик целого ряда европейских академий, лично побывал на Кавказе и написал труд под названием «Описание всех обитающих в российском государстве народов и жителей и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповедания и других достопамятностей». Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1766 году на немецком языке, а затем в 1799 году ее переиздали уже в переводе на русский язык. И. Г. Георгий, описывая кистов или кистинцев, отмечает: обитаемая грузинами Кистецкая область простирается по северному хребту Кавказа от Терека до Сунжи, граничит с востока с татарскими и лезгинскими округами, к югу с лезгинами и грузинами, к западу с Малой Кабардой, а к северу имеет границу реку Терек. Кистиния населена многими небольшими, независящими друг от друга народами различных между собой нравов и обычаев. Язык их называется грузинами кистинским. Из которых в одной называемой Истису и состоящей немножко прервалась. Связь слышно? Мы на связи, слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно? Если слышно, напишите, слышно, видно, и я продолжу. Друзья, активнее. Пишем, отвечаем. Так.
Büyüklük dal yüzyıl, dal yüzyıl. Я хотел бы... Слышно, брат, все. Хорошо, тогда продолжим. Нам осталось немного, и мы дальше будем отвечать на ваши вопросы и проводить, как говорится, эфир. Знаменитейшие кистинские народы, суть следующая. Чеченги живут в Кистинском чеченском округе по Аргуну, Тереку и могут поставить до 5000 конницы. Югуши или югушцы живут по Камбиле около Терека. Мильчеги живут в округе сего имени по Аксаю и Сунже, 20 деревнях, из которых в одной, называемой Истису, состоящейся из 500 дворов, находятся теплые воды. Карабулаки прежде назывались югушами, а сами себя именуют арштами, составляют не весьма многолюдную толпу народа. Язык их составляет из кистинского и чеченского наречия. Любопытно. Башлам с Азаматом еще сделай эфир. Но кто бы ни пришел в эфир, мы проводим, ни от кого не отказываемся. Любопытно, что Георгий называет и среди народов Грузии. Он писал о жителях Грузии, что язык их можно вообще разделить на чисто татарский, черкесский, лезгинский, кистинский или чеченский, грузинский и осетинский. Татарским языком говорит по разным наречиям, говорят трухменцы, амбарлинцы, базаны и другие народы. Черкесский язык употребителен также по разным наречиям у черкес, которые говорят на них все чище и приятнее. Также у чеченгов и других кабардинцев. Здесь, как мы видим, кистами или кистинцами названы чеченцы и карабулаки. Но затем кистинский язык называется чеченским, а чеченцы почему-то отнесены к кабардинцам. Это показывает абсурдность некоторых материалов и ошибочность мышления тех или иных офицеров, которые находились непосредственно. Мы обсуждаем сегодня наша тема чеченцы-кистинцы и вот разные версии по тем ученым, которые писали об этом. Кто же все-таки кистинцы? Якоб Рейнгс 1744-1793. Ученый, доктор медицины, филолог, несколько лет проживал в Грузии и по заданию российского правительства совершил 5 экспедиций по Кавказу. Перечислив некоторые чеченские, карабулакские, ингушские топонимы, гидронимы и субэтнонимы, и при этом сильно их исказив. Рейнгс пишет, судя по языку, эти люди совсем разного происхождения, поскольку кисты не понимают языка кистинцы не понимают языка ингушей, хотя и отделены от них только ручьем. И ни один из них не может также поговорить с карабулаком. Только билитли и чеченцы, и все вышеупомянутые россияне и фамилии, за исключением гигов, говорят на одном языке. Кистов следует считать их предками, поскольку чеченский язык имеет много близости с кистинским, и они напоминают друг друга при тщательном произношении. Сведения представляют утверждает, что кистинцы вообще не понимали ингушей, хотя между ними был только ручеек, заметьте, даже не река, не огромная территория. Это говорят тоже, как говорится, ученым. Немецкий подполковник Штендер, находясь на русской военной службе в 1781 году, совершил экспедицию по Кавказу, посетив в числе прочих регионов и земли чеченцев, ингушей и карабулаков. Он оставил описание этой экспедиции в дневнике путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во внутренние области Кавказа. Штендер довольно подробно описывает географию Чечни и Ингушетии, взаимоотношения чеченцев, карабулаков и ингушей с российской администрацией на Кавказе и при этом называет кистами
только часть ингушей. Мы знаем, да, Штайндер очень сильно любит упоминать наш генерал стратегического назначения. Иоганн Антон Гюльденштейн, уроженец Риги. Образование получил в Германии. В 1768 году был приглашен в Россию и вскоре отправился в экспедицию на Кавказ, которая продлилась 5 лет, с 1769 по 1774 год. Исследования Гюльденштейна были подготовлены и изданы после его смерти на немецком языке академиком П.С. Палласом в 1787-1791 году под названием «Путешествие по России и Кавказским горам». В 1809 году был издан сокращенный перевод этой книги на русском языке, называющийся «Географическое и статистическое описание Грузии, Кавказа». Перевод предназначался для чиновников, отправляющих служить на Кавказ. Гюльденштейн называет кистами все чеченские и ингушские субэтнические подразделения. Для него все населенные пункты и реки нынешней Чечни и Ингушетии являются кистинскими. При этом он ставит знак равенства между названиями кистинский язык и чеченский язык. Он пишет: грузины называют жителей больших этих округов кисты, поэтому провинцию удобнее называть Кистия или Кистетия. На андийском языке кисты называются Мисджегис, Бутурул, народ мисджегский. Также их называют татары и черкесы. Следовательно, их можно называть мисджеги в стране Мисджегия. Ну, карты, которые мы непосредственно говорили, Гюльденштейн, мы публиковали, где кисты написано, описывается от Дарьяльского ущелья до Андийских гор, карты есть, публиковали. Что касается Мисджеги и Мисджегской карты, то есть упоминание чеченцами территории, опять же, от адыгов, то есть кабардинцев, до лезгинов и Андийских гор, мы карту тоже публиковали, она в оригинале есть у нас на странице, все, кто желает увидеть. Следовательно, мы непосредственно его публиковали для того, чтобы ознакомились. Следовательно, их можно называть мисджегами, а страну Мисджегия. Народ этой провинции говорят на разных, сильно отличающихся один от другого диалектах. Кистинский или чеченский язык. Кистинский или чеченский язык родственен не родственен ни одному из кавказских языков и вообще никакому известному мне языку. Гюльденштейн также считает название чеченцы, чечены и кистинский народ синонимами, то есть обозначающие одно и то же. Он отвечает: округ Чечен, он занимает область Нижнего Аргуна и Бюскена, впадающие в Сунжу, и весьма обширен, вследствие чего под именем его обитателей чеченов часто понимают весь кистинский народ. Петр Симон Палас. Салам, алейкум ассалам. Я вам перечисляю каждых ученых. Петр Симон Палас, 1741-1811, крупнейший ученый 18 века, родился в Берлине, получил энциклопедическое образование в университетах Лейдена, Галле и Геттингена. Прошу, Галле, это, чтобы вы знали, это Германия, если что, не надо все на букву Г воспринимать свое. Докторскую диссертацию защитил в возрасте 19 лет. В 1767 году, когда Палас 1793. Интересно, что у Паласа мы находим первое в русскоязычной литературе упоминание о самоназвании чеченцев Нахче или Нахча. Палас отмечает, на Кавказе живет некий народ, который совершенно отличается от других кавказских народов по языку, облику и чертам лица. Их самоназвание Ламур, обозначающие жителей гор. Другие называют их галгаями или ингушами, или ближайших родственниками по языку и крови, их ближайшие по языку и крови являются чеченцы, которые сами себя называют нахчи. Далее, описывая ингушей, карабулаков и чеченцев, Палас пишет о них так. 3 племени говорят почти на одном языке, причем он не имеет аналогии
не имеет аналогов с какими-либо другими диалектами, кроме тушетского, первое сведение о котором мы поместили в универсальном словаре императрицы Екатерины II. Рассудительный Гюльденштейн относил это племя к мизджигам или кистам, который считал остатками реальных алан. Таким образом, Паллас поддержал мнение Гюльденштейна в тождестве мичкизов, чеченцев и кистов. Французский путешественник-исследователь барон де Сант-Круа в своем труде о народах и истории Кавказа, переведенном в 1810 году Ф. Шишкевичем на русский язык, отмечал: Чечен расположен по нижней части реки Аргун. Округ сей управляется природными своими начальниками. Жители одного столь многолюдны, храбры в отношении России вредоносны, что сие последнее название чеченцев распространили на всю нацию кистов. Несколько раз делали на них нападения, гоняясь за ними даже в их собственную землю. Однако нападения сей ходой имели успех. Это приобрело им славу непобедимых. В XIX веке описание кистин наступает некоторая упорядоченность, поскольку в российской и европейской науке накапливалось все больше исторических этнографических сведений о народах Кавказа. Иоганн Бламберг, генерал-лейтенант на русской службе, начальник корпуса военных топографов в 1832 году, писал: племена кистин или мичекизов мизжегов населяют местность к востоку от Осетии, от правобережья Терека до берегов Аксая, где они граничат с лезгино-аварскими племенами. Кистинцы занимают два склона Кавказа: на севере от рек Сунжи и Терека, на юге до Кахети, Лезгистана. Таким образом, для Бламберга, кстати, материалы Бламберга мы тоже публиковали, все население от границ Осетии до границы Дагестана, то есть все ингуши, чеченцы, кисты или обозначали чеченцев, кумыки мичекизовцами называли. Интересный момент, касаясь происхождения чеченцев и ингушей, кистин, мичекизов, Иоганн Бламберг отмечает: путешествие некоего анонима, опубликованное Ф. Воссиусом, говорит, что город Феодосия в Крыму некогда назывался Ардауда, что на тавро-аланском наречии означает «семь богов». Паллас замечает по этому поводу, что в языке кистин можно найти слово, которое имеет то же самое, ибо уар обозначает «семь», дада обозначает «отец» или «бог». Полное тождество кистин с чеченцами отмечено также на карте Кистии, составленной в 1836 году российским топографом Павленком и Кузнецовым, РГВА F846, найдете. Карта имеет такую сопроводительную надпись «Карта Кистии», снятая глазомерно топографами второго класса унтер-офицером Павленком и Кузнецовым в 1836 году. Масштаб в английском дюйме 5 верст. Изъяснение общества: А. Митхо, Б. Терло, С. Ахо, С. Нашахо, Ф. Дичины, G. Чомулко, I. Майсты, К. Хельдеро, Л. Ачара, М. Чанти, Н. Шаро, О. Зумсо и П. Шапоти. Как мы видим, кистинскими обществами обозначены различные чеченские общества. Митхо из обозначающее общество Мелхит, Терело, Тирой, Ахо, Ако, Ахой, Акинцы, Нашахо, Нашхой, Дичины, Дишни, Чамулко, Мулкой, Майстой, Хильдеро, Хильдерой, Ачара, Ачрой, Чанти, Чантети, Чанти, Шарой, Зумса, Зумсой, Шопоти, Шубуты, Шуртой.
Отметим, что сама карта, кстати, эту карту мы тоже публиковали, вы можете найти ее у нас непосредственно на нашей. Отметим, что сама эта карта, которую, к сожалению, здесь невозможно воспроизвести по техническим причинам, является довольно подробной картой Чечни, на которой, впрочем, отображены не все чеченские общества, хорошо известные в российских источниках XIX века. В обзорной работе «Шамиль и Чечня» мы обнаруживаем какое-то количество кистинцев, также и в Ингушетии. Приведем цитату. «Кисты ближние или кистинцы живут в ущельях реки Макалдона, притока Терека, в числе около 1300 душ». Этот материал мы тоже публиковали. И далее. Кисты дальние обитают в скалистые ущелья верховьях реки Аргуна, в числе около 18 тысяч душ. Тут я хотел бы еще раз вернуться к материалу, который мы публиковали, когда некоторые начинают говорить, что нас поэтому почувствуйте разницу между 1300 и 18 тысяч. Это многочисленное племя частично признано властью России, но в последнее время отложилось, и только в настоящее время принадлежавшие к нашему обществу признали власть России. Митхи, Макеты, Хелдеро и прочие. По этим данным видно, что соотношение ингушей-кистинцев и чеченцев-кистинцев в 1859 году 1300 против 18 тысяч. Я, честно, не знал, что он приведет, но это то же самое, то, что я вам говорил, соотношение, сколько чеченцев-кистинцев, то есть их 18 тысяч, и 1300. И это без учета чеченцев-кистинцев, живших в то время в Панкисии, в Грузии, Ахметовском районе Грузии, не считая их. Вот. Иными словами, подавляющее большинство кистинцев это чеченцы, нохчи. Грузинский этнограф Р.Д. Эристов полностью отождествляет кистинцев с чеченцами. Он писал: Тушинские два общества, Цовское и Перекительское, и Фивсурское, Архатиони, Шатилиони и Парикетельское, кроме грузинского, говорят еще кистинским, чеченским наречием. Остальные хивсуры, пшавы говорят таким древним грузинским языком. Глючит, к сожалению, слабенько, но слышно меня? Слышно, видно, каково это, слышно, видно, дайте знать, если слышно, видно, я бы продолжил. Viva Dent, о, старая гвардия подключается, да, слышно, хорошо. Для этнографа и кавказоведа Е.Г. Вейденбаума кистинцы также являются чеченцами. Чеченцев разделяют обыкновенно на горных и плоскостных. Те из них, которые занимают верховья Ассы и Аргуни, называют обыкновенно заимствованными грузин именем кистов или кистинов. И далее, горские чеченцы, кисты, более 500 душ, перешли главный Кавказский хребет и поселились в Кахете, в верховьях реки Алазань в Панкийском ущелье. Тождество кистинцев с чеченцами прослеживается вплоть до конца XIX века, когда барон Услар II после чеченца Кеди Досова, составитель чеченской азбуки на основе кириллицы, Услар, кириллицы настоятельно призвал российских ученых отказаться от названия кистинцы в отношении чеченского народа. П.К. Услар писал: предлагаемая азбука составлена для языка народа, который сам себя называет Нахчуй или Нахчи, Нахчо в единственном числе, а у нас известен под именем чеченцев и частью кистов. И далее, примечание по этому названию, пока Услар отмечает: кистинцы и чеченцы — это
тоже, что сказать, баварцы и немцы. С тою, впрочем, разницей, что название баварцев известное, а название кистов неизвестно на месте. Неизвестно. Название кистов должно быть изгнано из всякого сочинения, имеющего претензии на научную отчетливость. Кистами называли грузины ту небольшую часть чеченцев, с которыми они по времени находились в отношениях. Но если мы без разбора будем для одного и того же народа принимать названия, которые дают ему соседи, то кроме кистов у грузин мы заимствуем миджегов у кумыков, шашаны у кабардинцев, цацань у осетин и, вероятно, множество названий у дагестанских народов. Через это мы произвольно запутаем кавказскую этнографию и без того уже весьма многосложную. Это пишет барон Услар. В конце XIX века общее количество кистинцев на Кавказе уменьшается в сравнении с серединой столетия, и при этом половина из них живет в Чечне, остальные, очевидно, проживают в Панкисе в Грузии. Российский кавказовед К.Ф. Ган отмечает: во время путешествия мне пришлось познакомиться немного ближе с двумя племенами чеченцев, именно с кистинами и ингушами. Последние переписи на всем Кавказе числится 6150 кистин, из которых приблизительно половина, около 3000 душ, живут в долине реки Меши, ее притоков Вегичу, Турсала и аулов 203 дворов. Самые большие аулы Терети, Музо на карте Маши, долине реки Меши, мало плодоносны, и вследствие сурового климата жители принуждены заниматься чисто исключительно скотоводством. Они очень бедны, и часто нужда заставляет их грабить соседних хевсур, причем многие поплатились жизнью. Названия К.Ф. Ганом, гидронимы и топонимы находятся в Чечне, в исторической области Мелхист. Все, что перечислены. Так, давайте я до второго параграфа дочитаю до конца и уже дальше ответим, а то боюсь, что там еще надо прочитать как минимум 4 страницы. Вот. То, что кистинцы это по преимуществу чеченцы, подтверждают и современные этнологи, и специалисты по Кавказу. Так группа российских ученых в 1920-е годы ингушей ошибочно именовали кисты. По-грузински так зовут чеченцев, а также малочисленных кистин, которые живут в южной стороне Кавказского хребта в Грузии. Наконец, самым наглядным доказательством того, что кистинцы это в первую очередь чеченцы, является то, что чеченцы, живущие в Панкисе, Грузия, по сей день носят название кистинцы. По данным историкам Тумидишни, Нона Хангашвили, уроженка Панкиси, кистинцы являются потомками известных чеченских тейпов, которые мы говорим, которые мне часто спрашивают, и мы всегда их записывали и говорили о них. Прошу запомнить, которые есть. Кистинцы являются потомками известных чеченских тейпов. Отношение к ингушам и Ингушетии ингушам. Дело в том, что чеченцы переселились в Панкисе, ушли в этот грузинский регион из-за неприятия некоторых установлений имамом Шамиля. В частности, грузинский исследователь Швелидзе, хорошо изучавший архивные документы, в предании самих кистинцев отмечал, что только жестокие законы имама Шамиля явились исключительными причиной переселения горцев Северного Кавказа на юг в Грузию.
Как верно отмечает Алироев, Маргашвили, у ингушей не было политического стимула переселяться в Панкисии, поскольку они в Кавказской войне не участвовали, а имамат Шамиля не входили. И с 1810 года российским законом. В силу приведенных данных, все попытки доказать, что какой-либо иной, помимо чеченцев, народ обладает эксклюзивным правом на историческое название кистинцы, кисты, абсолютно несостоятельны, наивны и антинаучны. От первой своей письменной фиксации в грузинских источниках XIII века и российских 1665 года и вплоть до наших дней названия кистинцы, кисты тождественны названиям чеченцы и нахчи, нохчи. Наконец, ладно, добьем его, так и быть. Наконец, необходимо расставить, что означает название кистинцы, кисти, выявить его этимологию. Выше мы привели мнение грузинского ученого А.И. Шавхелашвили. Этот этноним кисти происходит от названия чеченского общества, кей мы говорили, да? Шавхелашвили как отмечает. Тем не менее, считаем, что она не столь прямолинейна, как считал Шавхелашвили. У чеченцев есть термин «коу», что обозначает «ворота». Но в старину этот термин обозначал еще и крепость, укрепление. Смысловое тождество чеченских терминов «ворота» и «крепость». Габ. Еще в XIX веке отмечал в частности подполковник А.И. Клингер. Он писал: в каждом наибстве в Чечне, в Чечении, имеются постоянные усиленные посты, служащие для охраны своих границ и для собирания иногда военных сведений. Они называются воротами, гапа, в расположении на пунктах вблизи мест, доступных движению русского отряда. Автор топонимии Чечни Сулейманов напрямую связывал название чеченского общества Кей с термином «ворота» – «коу». Такие производные от понятия «коу», как «кет-и» – «за ворот», «кет-ах» – «за воротами», «кех» – «из ворот» и так далее, позволяют нам реконструировать более древнюю или, возможно, диалектную форму произношения этого термина «ке». В таком виде термин зафиксирован в чеченской топонимии, к примеру, название «кей», «келхи», фиксирующее общество «харкруо», означает «родник», что под воротами, «кей». В том своем старинном произношении термин «ке» – «ворота», крепость сохранила в других чеченских топонимах. К примеру, название «ке-тяхашке» буквально «за воротами», укрепленное охраняемое место западу от местности Вилога. Кебас – ворот-склон, охраняемый поход между скал в Кеймуах. Кебусо – ворот-склон, местность, укрепленная замковым комплексом на левом берегу Шаро-Аргун и так далее. Уральской топонимики. У нас
дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Я прошу прощения, у нас закончился трафик, закончился час, а после часа, вы знаете, приходится отключаться, интернет отключает, и поэтому приходится отключаться. Это мы не специально. Часовой трафик заканчивается, нужно отключить и перезагрузить. И за время нашей лекции по теме чеченцы-кистинцы-новчи задонатил еще наш брат Умар с таким подтекстом от Шарой. Брат Умар поддержал. Умар дал саадуэл, дал духуахуэл, буду снег эзешка судолил. Так что сегодня два человека нам задонатили. И это Шех один и Умар Шаройский. Но по мере возможности всегда Шаройский Умар пытается поддержать наш канал, поддержать наши эфиры. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. И сейчас мы быстро дочитаем. Два листа осталось буквально. Дочитаем о кистинцах-чеченцах и будем отвечать на ваши вопросы. Поговорим о Галанчожском районе. Есть пару вопросов, которые нужно с вами поговорить, обсудить. И более эта проблема современная, не столько касается истории, но непосредственно и современного общества. Хотелось бы поговорить о Галанчожском районе и о людях, сейчас. И не покидайте эфир, сказать непосредственно Кистеби вот так. И я знаю, здесь просто в этой книге написано не Кистеби, я говорил Кистеби, Кистети, это на грузинском. Хочу заметить, что зачитывая этот материал, мы затронули и Грузию, и черкесов, адыгов наших братьев. То есть это не только касается как бы нашей истории, но совокупности с соседними регионами. Так вот, главная царская крепость столица. Так более древней уральской топонимике, одна из крепостей, защищая подступы к уральской столице Тушпе, носила название Артске, то есть горные ворота, горная крепость. Об этом мы тоже с вами записывали. Удивительно, но эта уральская крепость под тем же названием сохранилась, по крайней мере, до VI века нашей эры. Ее связи с событиями, произошедшими в этом столетии, упоминает средневековый армянский историк Иоаннес Драсханскерци в своей работе, это страница 38, также примечания 114, 115, 116. На картах вкладышах, составленным академиком Еремяном для истории Армении Иоаннес Драсханскерци, крепость Артске сохраняется до X века. Характерно, что Уральская крепость, город бога Халди на холме Берди-Глух, называлась также ворота бога Халди, что снова делает понятие крепость и ворота тождественными. Слово ки, значение крепость присутствует также и в старинной грузинской топонимике. Так, грузинский историк XVIII века Вахушти Багратиони отмечает: выше всего, то есть монастыря Цугругашени, есть крепость Бердики. Странно, Бердики, в принципе,
немножко напоминает мое родовое селение Бердкел. Бердики на высокой скале, очень крепкая. Бердике — это по-чеченски крепость на скале, крепость на обрыве. Очень интересная версия. Кстати, я ее никак не подмечал к названию моего родового села, что тоже является очень интересным. Надеюсь, может быть, Хасан Бакаев об этом не знает, но мое родовое село Бердикель то же самое. Находится с горы вниз. И, кстати, как раз-таки в этом селении проживают, на моей улице, там, где я проживают точно так же представители Кей. Хотя я вам много раз говорил, что у нас интернациональное такое село, имеется в виду, там есть разные типы, от шароевцев до шатоевцев, хуай, хакмадуай, даже есть наши любимые непосредственно представители Нохчи, представители типа Галагай, Мержуай, Мушхо. Короче, большой интернет. Ну да ладно. Ну вообще как бы Берд Эл, название моего родового селения, это вот его этноним. Что вполне возможно точно так же и связан. Бердике — это по-чеченски крепость на скале, крепость на обрыве. Возможно, и диаграмма КА используется в урарской клинописи в значении ворота. Впоследствии приобрела в урарском самостоятельном лексическое значение, трансформировалось в словари термина «ворота». Как бы то ни было, это слово в различные его фонетические вариации отмечания значения обнаруживается, как указывалось выше, в некоторых урарских, закавказских, северокавказских топонимах. Как известно, и диаграмма в клинописи восходит к шумерскому языку, и это значит, что термин «ка» значение «ворота» впервые засвидетельствовано в шумерском, что является свидетельством его баснословной древности. После смыслового тождества терминов «ворота» и «крепость» мы обнаруживаем, среди прочих данных, также в сочинениях арабского автора IX века Балдзори, который, описывая страну Дзурдзукетия, Дзурдзук отмечает, что там находились ворота, которые состоят из 12 ворот, из коих каждый каменный замок. Баладзори, надеюсь, я правильно зачитываю, относил эти 12 нахчийских ворот, замков, эпоху персидского царя Хасрова I Ануширвана, 501-579 года, из династии Сасанидов. Добавим, что и на многих других языках термин «ворота» очень часто выступает синонимом слова «крепость». К примеру, такие древние названия на различных языках, как Кавказские ворота, Аланские ворота, Дарьяльские ворота, Дзурдзутские ворота, Железные ворота, Каспийские ворота, Дербенские ворота и так далее, которые в древности обозначали различные кавказские крепости и укрепления. У ворот и крепостей действительно общее функционирование, предназначение — запирать что-то, заграждать, преграждать доступ. Эти данные позволяют нам предположить, что исторический этноним кистинцы, кисты, кусты первоначально обозначали жителей крепостей, жителей укрепленных мест. Кей-есть — это страна, край, земля крепостей, страна, край, земля укрепленных мест, поскольку чеченское слово «есть» обозначает край, окраина. Кистинцы, кисты, соответственно, жители этой страны, то есть жители страны крепостей, обитатели страны укрепленных мест. Такая же смысловая расшифровка, как и отмечалось выше, присутствует и в названии чеченского тайпа Кей-Кей, Кей-Кей, и, возможно, в тайповом имени Келвай, в котором суффикс «луай» первоначально является самостоятельной лексемой и значение «люди». И это название в целом типологически соответствует таким обозначениям, как Гал-Гай, обитатели, жители башен, Галай, башенники, Баулай, люди боевых башен, Дурдзуки, обитатели башен и крепостей и так далее. Древняя страна
народа Нахчи, Нохчи, Нахчимат в армянской географии или Дзурдзукетия в Картлес Хауреба действительно могла называться страной крепостей, страной укрепленных мест, поскольку наличие множества крепостей и укрепленных замков издревле являлось характерным ее признаками. Так, средневековый арабский автор рубежей 9-10 веков Ибн Аль-Факих Аль-Хамадани в своей книге рассказов о странах отмечал, что в стране Дурдзукетия в арабской транскрипции Дерзкет находится множество крепостей, каждая из которых укрепленный замок. Укрепленный замок. Вот так мы закончили зачитывать об названии Нохчи, кистинцы, чеченцы, Нохчи, кистинцы, чеченцы. Надеюсь, вам это понравилось. Сейчас мы будем уже более вести с вами характер обсуждения и вопросов. И я хотел бы, чтобы прежде чем начать, быстро я постараюсь пробежаться. Следующий у нас Шарвай, Шарван, Шарер, Шарур. Вот это, я, кажется, про шаройцев, да, в принципе, тоже зачитывал. Но и все-таки, смотрите, по каким материалам составлен этот текст, чтобы было понятно, чтобы не говорили, что чеченцы только вот из каких научных трудов. Я буду называть только заглавные фамилии, чтобы было понятно. Первое. Шавкалашвили, Маргашвили, русско-чеченские отношения Кушевой, Берже, Кавказ, европейские дневники 13-18 веков, Шишкевич, исторические записки, Тумидишни, Нона Хангашвили, Швалидзе, Кистинцы ущелья Панкиси, Алироев, Маргашвили, Клингер, Арсунакаев, древнейшее государство Кавказа, Иванесис Расханакерци, Шлеев, Вахушки, Меликашвили, Баладзори, Исмаилов, Дешириев, Харадзе, Рабакидзе. Все эти ученые, их всего 28 ссылок. Все эти 28 ссылок взяты непосредственно из этих непосредственно материалов был составлен весь этот материал, который я вам зачитал. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, многие вы, возможно, поняли. А все, что не поняли, вы можете задать вопросы, и я вам обязательно отвечу. Снова же, несмотря на всю критику наших некоторых нанейцев, несмотря на великолепного ученого Хасана Бакаева, как и мы утверждали, мы, несмотря что всего лишь 1300 человек, которые упоминаются, в отличие от 18 тысяч общих кистинцев, мы говорим и говорили, что под названием кистинцем использовались и чеченцы, нохчи, точнее, чеченцы, и ингуши. Но не бацбийцы тушины, потому что они и во всех грузинских источниках так и написано тушины, цова тушины, то есть бацбийцы. Вот поэтому здесь ошибочно о переселении, поселении в Панкийское ущелье. Конечно, мы можем с этим материалом немножко поспорить, но как бы обговорить мы прекрасно знаем из других материалов и публикаций, как переселились. Не столько указано в этом материале, почему кистинцы переселились, потому что появление кистинцев в Панкийском ущелье, в Ахметовском районе. Почему? Я объясню, почему я не согласен с материалом этого грузинского ученого, что якобы от Шамиля, не согласно с политикой Шамиля, они переселились. Дело в том, что когда появились первые поселенцы в Панкийском ущелье, Ахметовском районе Грузии, представители и заложили первые два селения Дуиси и Джокола заложил Омала, два вот этих поселения, имам Шамиль еще не был имамом
Чечни и Дагестана. Он даже не был имамом Дагестана. Поэтому тот факт, что якобы ушли от Шамиля и заселились в Панкийское ущелье, является ошибочным и не имеет под собой никакого основания. Это ошибочное мнение. Вообще считается, что мы видели, да, первое, по крайней мере, я общался с представителями Панкийского ущелья, первые захоронения чеченцев, нохчи, кистинцев на кладбищах в Панкийском ущелье было, если я не ошибаюсь, 1796 или 98, то есть это конец 18 века. По другим же данным, даже по другим данным, говорится о 1820 и 23 годе, что якобы переселились. Ну, там есть разные версии. То есть от 1798 до 1823 года. И задонатил наш брат Арби, Аллах дал саадуэл, Болдиснек, Эзешка Саудолил. Огромная поддержка, огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал, донатит, помогает. Огромное вам спасибо. Без вас мы бы не смогли бы проводить трансляции, проводить свою работу. Огромная благодарность. Так вот, появление панкийских кистинцев, то есть тех же нохчи в Панкийском ущелье, с конца 18-го, первой половины 19 века. Появление имама Шамиля, как такового известного имамом Чечни и Дагестана, уже со всеми походами и в Хевсуретию и остальное, оно появляется уже после 1839 года, после объединения Чечни и Дагестана. Что касается самих и полевых материалов, мы тоже обсуждали с вами о том, что после появления мы знаем, что делали походы, многие дагестанские князья, или как их называют, нуцалы и так далее и тому подобное, делали набеги на Хевсуретию, на Тушетию, и чтобы как-то быть плацдармом между ними, как раз таки они никак не скрывались, поселились в Панкийском ущелье, поселились представители нохчи народа, которых именовали грузины Кисты, Кистети или Кистебия называют до сих пор. Поэтому тут я, конечно же, не столько согласен с учеными, которые утверждают, что якобы панкиси появились, кистинцы, те, которые были не согласны с политикой Шамиля, это немножко... Я думаю, что тем самым, конечно, эти ученые пытаются немножко указать на то, что они якобы являются, то есть в более позднем периоде появились на территории Панкийского ущелья. Хотя, возможно, я предполагаю. Да и появление Джоула, который появился там, Майсто, Тайпан, по происхождению, Тайпом, там, Нохчи по происхождению из Тайпа, Майсто, Джоула, тем более не скрывался ни от Шамиля, ни от него ушел, а непосредственно те экспедиции, которые были непосредственно царской России, которые делались царской Россией и производили сопротивление, то есть оказывали жесточайшее сопротивление из-за своего мужества, мужеского отношения, их поселили, причем им предлагали разные места, и они согласились на то самое место, где они проживают, в верховье реки Алазани, Ахметовский район, Панкийское ущелье. И вот первое появление, как мы говорим, конец 18 века и начало первой половины 19 века. Вот. С тех пор, на протяжении 200 лет, фактически, они проживают на территории данной местности, соблюдая адаты, традиции нохчи народа, чисто соблюдая наш язык. Я ни в коем случае не оскорбляю и не хочу сказать, что кистинцы это не чеченцы. Нет, проблема в том, что кистинцы это название, которое дали грузинам. Мы сегодня вот после этих материалов мы видим, что кистинцы это те же самые нохчи. И нету в этом никакого сомнения. По количеству. Мы много раз публиковали. Ну, вы увидите те материалы, которые мы делали. Вот из всех этих материалов есть те материалы, которые Штендер там, или пару человек еще, которые более или менее делали более
которые делают ставку или там на то, что якобы кистинцы больше там к ингушам и так далее. Но мы не скрываем этого и говорим об этом. Поэтому, что касается, кстати, да, как и ауховцы, те же самые ногчи. Давайте будем отвечать на ваши вопросы. И Башлам, не переселились часто чеченцев к своим чеченцам, которые жили на... Не понял вопроса, шейх Мансур. Не переселились, а переселились часть чеченцев к своим чеченцам, которые жили как коренные чеченцы. Не понял вопроса. Я говорю о 18 веке, нету чего подобного, что когда они пришли, там были уже были другие кистинцы, чеченцы, этого я такого не слышал. Они были первыми там, кто поселился. Кавказцы, чеченцы, да я знаю, но что это, ты как-то немножко опоздал, это уже месяц-полтора, как не пускают туда никого из кавказцев. Говорят, не знаю, ну, я так скажу, есть тех, которых пропускают, есть те, которых не пропускают. Не знаю, кто там выборку как делать, там часами ждать и так далее. Давайте задавайте вопросы, если есть, чтобы мы не тратили зря время. И как бы, и я, если да, уважаемые подписчики, дело в том, что мне как раз ребят мобилыш. Дело в том, что непосредственно ко мне и обратились, да и тогда, когда я сам ездил Галанчурский район, Нохчичуя, наша историческая родина, местность наша, Галанчурский, этот великолепный пруд, мечеть Галайская, просто великолепная красота нашей родины. Но появляются бескультурные, безнравственные туристы, которые едут туда и разбрасывают мусор. Я призываю каждого жителя нашей республики, который ездит или видит, что приезжают туда туристы, напрочь пресекать любую деятельность таких людей. Прошу не сорить, не разбрасывать мусор. Это наша историческая родина. Мы должны ее беречь, мы должны ее охранять. Понимаете? На открытии Галайской мечети, когда мы ездили, это такое великолепие, это наша история, это наша родина. Но не допускайте вы варварам, вандалам, я не знаю, как этим бескультурным баранам, никак иначе я назвать этих людей не могу, которые ездят в горы нашей родины и разбрасывают, там, я не знаю, мусор, делая из него свалку. Как вы себе представляете, если такое там где-нибудь на Эльбрусе или, я не знаю, там где-то в других местах наших соседних регионов? Но не становитесь вы, я не знаю, столь бескультурной, безнравственной сволочью, которая загрязняет собственный дом. Кто бы то ни был, если вы увидите, можете наказать, можете что угодно, я не знаю, даже можно поссориться с этими людьми, заставить их собрать этот мусор, который они оставляют, или бутылки вокруг этого великолепного природного заповедника. Вы все возмущаетесь, наша власть не пускает, мы хотим туда, а почему нам не разрешают? Когда вам разрешают, эти места нужно беречь. Вы приехали, взяли с собой сумку, пакетик, мешок, повеселились, пофоткались, покупались, все что угодно сделали, но имеется в виду в рамках дозволенного. Соберите свой мусор, положите в багажник, отвезите, я не знаю, и убирайте за собой. Он и вообще, это вообще что такое? Мы должны показывать пример. Я не утверждаю, что это делают именно наши. Возможно, это делают приезжие туристы. Возможно, это делают наши. Без разницы. Кто бы ни был там, когда бы ни приезжал. Но надо вот такие вещи пресекать. Люди сотни, тысячи, я не знаю, даже миллионы тратят, возводят, восстанавливают башни, находят фундаменты, все по крупицам собирают. Там родовые
и склепы, и захоронения, и кладбища целых тейпов. Кому такое понравится? Сагергана, Абугалай, Царбах, Халова, Дахкиншхена, Хиллагинс, Деги. Абсолютно разные вещи. Но где это видно? Нужно вести себя, как, не знаю, как культурно надо себя вести. Что за имбецилы, дебилы такие вещи могут делать? Где ваша нравственность, где ваша мораль? Вы после того, как у себя дома кушаете за столом, бросаете бутылки на пол, оставляете эти крошки, все на полу, на столе. Даже во дворе под навесом. Такого не происходит. Тогда будьте любезны, это наша родина, историческая родина. Только мразь, который не имеет ни рылп, ни уэздингл, и тем более не является даже мусульманином, может такое сделать. Мусульманин всегда чистоплотен, уважительно относится ко всему, к природе, к своей родине. Вы уж извините, что-то столь нелестно отзываюсь о так называемых туристов. Но не будьте дебилами, не рисуйте фломастерами, там, Маша, Наташа, люблю Гунядин, Мунядин. Это что за я здесь был? Ну и что ты там был? С этим же я сталкивался, когда был в пещере Байсангура Биноевского. Там тоже, кто не приедет, должен написать там, блин. Я здесь был, отметиться. Зачем вы такие вещи делаете? Вы где видите на пирамидах в Египте, что поднимаются и пишут, я, Вася, был здесь в Египте? Хотя, да, такое может сделать бескультурная, не знаю, имбецильная мразь, блин, чекиндес, блин. Ну как так можно оставлять бутылки, разбрасывать мусор? Вы где находитесь? Это что, общая свалка, что ли? Если вы настолько бескультурные, бесхребетные мрази, оставайтесь у себя дома, в своем дворе, у себя в квартире, под своим навесом. Там бросайте мусор. Там сорите, делайте, живите, как, я не знаю, как Плюшкины, среди своего мусора. Как можно одно из самых прекрасных мест нашей Родины бросать мусор и загрязнять озеро? Я уж не говорю об остальных, что касается мечети, кладбища, я вообще молчу. Я не говорю, что там прямо уж такое вот. Я лучше пресечь все это на самом корню, нежели чем запускать это все. Так что будьте любезны, увидите, нужно подойти, даже предупредить, сказать, послушайте, вы приехали отдыхать, вы туристы, будьте любезны, уберите за собой мусор. Не оставляйте мусор. Ничего с вас не убудет. Башлам. И бацбийцам тоже втерли, что якобы бацбийцы переселились в Грузию, и бацбийцы верят в это. Не знаю я, что там бацбийцам втерли, это, как говорится, их личное дело. Башлам, если спросить нарнийцев, то ты наполовину Гагиев читал сегодня статью, что хаккое от них. Да, я уже не наполовину, я уже 100% получается, потому что Эшбатуэ ингуши оказались, и Хаккуэ ингуши, и Орства ингуши, и Галай, и Мелхи ингуши оказались. Я уже там, у меня 99,9% все от них. Ну, пригласить нашествие не аваров, аварцев, авары не путать. Авары и аварцы это разные названия. В то время Грузия была слаба, а авары воспользовались и нападали на Грузию. Ну, что они нападали, мы знаем, да. Чеченский этнос происходит из Галанчожа. Бил. Но, так говорится, Нашха это тоже Галанчож.
То есть с запада на восток расселение произошло. Не с востока на запад, а с запада. А самая западная наша как бы родина и наша земля — это Галанчурский район. Нет, однозначно, мы не происходим от одной местности или отца. Но это понятное дело. Мы не говорим, что это от одной местности. Такие разговоры, доступная общественная деятельность. Я занимался идеологией, занимался патриотизмом, занимался спорт, привлекал, занимался правозащитой. То, что люди пытаются и забирают с меня там грехи, это их личные проблемы. Поэтому ни один человек в этой дуне не может сказать, что я его сдал или я что-либо сделал. Никогда в жизни. Поэтому я спокойно с открытой дверью могу ложиться спать. Валлахи, биллахи, талахи. В разумном, не пьяном, не обкуренном, никаком действии, трезвом, в полном уме я никогда никого не сдавал и не собираюсь. Я никогда не работал ни в каких структурах. У меня всегда была гражданская служба. Чеченским властям, о чем вообще речь? О чем вообще речь? Какая речь может чеченским властям нужна моя информация? Есть специальные службы, которые занимаются, есть военные, есть судебные, есть, я не знаю, МВД, РОВД, УВД. Я нигде никогда не работал в таких структурах. Мое направление было социальное, политтехнология, идеология, НКО. Я встречался с многими общественными деятелями, учеными российскими, ездил в общеобразовательные разные конференции и так далее и тому подобное. Кто там, что там говорит? Союз. Обвинения. Ну, посмотрите, чем я занимался в студенческие годы. Единственное, меня упрекают в том, что там я нарисовал на лице российский флаг, когда я там встречал Бувейсара Сайтиева. Никакие власти не нуждались в том, чтобы я кого-то доносил или что-либо делал. Я не знаю, когда люди не могут что-то вести, какую-то дискуссию в истории, или, я не знаю, в этике, в культуре, в обычаях, в традициях. Причем тут моя личная жизнь и моя деятельность, я честно не понимаю. Но я ответил. Перед Всевышним Аллахом, все, кто на меня говорил то, что я не сделал, они заберут все мои плохие грехи, а поверьте, их у меня немало, и непосредственно отдадут свое хорошие дела свои. Поэтому я радуюсь, когда на меня наговаривают. С властными структурами я встречался, вел дискуссии, проводил, спорил еще в студенческие годы. Поэтому я житель этой республики. Сонохчу, я у себя дома. Я пытался сделать что-то хорошее. Всегда пытался сделать что-то хорошее. Получилось у меня, не получилось, Аллаху алям. Но никого, я не знаком ни с какими, имеется в виду там, чтобы были с той стороны, с этой стороны. У меня этого нету. Моя цель, если вы послушаете, я всегда говорю, мы должны быть едины, неделимы. Не позволяйте нас делить, не позволяйте делать нас там стучащими, доносящими. Это делается все для того, чтобы расколоть наш народ. Ошибки допускают все. По молодости допускают. Кто-то выпил, кто-то покурил, кто-то на дискотеке ходил.
и так далее и тому подобное. Всякое в жизни бывает. Если вы пытаетесь осудить за это, то тогда я грешен. А так, я никому ничего плохого не делал никогда. Сейхбал, я айдал над сабинас. Сейхбал, я просточнах над сабинас. Я ни перед кем не оправдываюсь. Акции, чтобы не забирали наших молодых ребят, когда шла война, проводил, занимался правозащитой. Кому мог там, если как-то относились нехорошо, будь то федеральные власти, будь то кто-то другой, занимался правозащитной. Центр гражданского общества были, многие правозащитники меня знают. Там, в идущих вместе я был, там тоже занимались со своими ребятами, общественными организациями, пытались там тренироваться, там на компьютере обучаться. Я ничего плохого ни для кого не делал. Иншаллах, я не буду делать. Хоть я и такой зрелый возраст у меня, я всегда хотел, чтобы моя родина была большой, единой, красивой, неделимой, процветающей. Есть ли хорошие или плохие? Всегда есть люди, которые довольны и недовольны чем-то. Но что поделаешь? Мог ли я уехать? Да, предлагали, когда... Вот. Мог ли я уехать куда-нибудь? Да, предлагали еще, когда я учился, и студенческие годы, и работал с многими с иностранными в то время организациями, которые приезжали в Чечню, мог уехать, приглашали в Англию, в Германию и на учебу приглашали, в Чехословакию. Но я не уехал, я остался дома, надеялся и надеюсь до сих пор что-то сделать полезное для своего народа, если это возможно. Я патриот, я люблю свою родину. И сегодня я не занимаюсь политикой, я никого не возвышаю, не унижаю. Я говорю о единстве нашей родины, о единстве нашей территории, наших обществ. Кому это не нравится, вы посмотрите, кого я делю или кого я обвиняю в чем-либо. Я никого никогда не обвиняю, потому что я не знаю, я с этими людьми. Я знаю, что говорят книги, я знаю, что есть в интернет-пространстве, что говорят карты, какие-то документы. Поэтому на кого что-то, кто со мной связывался, чтобы я кого-то... Ну, сами думайте, свободный волк 3/8. Пускай очищают меня как могут. Я понял, просто на этот вопрос дал ответ Пахрудин, глава чеченского проекта ДНК. Призывать к нравственности безнравственных людей – это пустое. Нужно наказывать законом за вандализм, за воровство, штраф до $500 000, чтобы они разорились. Ну, это уже должны делать власти. Мое дело призывать, а дальше уже не задавайте вопросы, не связанные с историей. Историю и политику не надо здесь обсуждать. Кроме Пахрудина кто-нибудь разбирается в ДНК? В ДНК разбираются многие. Башлам, не отвечай, не объясняйся здесь. Налепый вопрос здесь. Да, я, честно сказать, я никого не стесняюсь. Я с первых дней говорил, если вы пытаетесь что-то мое, пожалуйста. Я же вот по городу, в центре почти что каждый день, Черноречие. Любой может подойти со мной, поговорить, проверить, посмотрите. Вот. Да, многие говорят, что я и не заканчивал исторический факультет, что у меня нет высшего образования и так далее и тому подобное. Ну, я простой человек. Когда меня спрашивают, я отвечаю. А что касается моей работы, я всем говорил, я работал в госструктурах, имеется в госслужащих, не в военных структурах, не в полиции, в этих областях я не работал. Чего не делал, того не делал. Башлам, в сегодняшнем Иране есть название местности как Ариян-Шахар, Ариян-Кяст и тому подобное. Вполне возможно. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Башлам, у кого можно было бы спросить насчет гаплогруппы, походу Пахрудин больше не в инсте. Да, он не в Инстаграме, есть Facebook. Есть телефон, номер Пахрудина. У многих должен быть. Возьмите у него, проверьте, позвоните. Пахрудин есть, он на связи, люди сдают ему и ДНК, и все остальное. Так что с этим проблем нету. Спросите у Пахрудина.
Я всех, очень многих говорю, кто там пытается лишний раз себя перепроверить, сдать ДНК, всегда отправляю к патологии. Хотя сам, честно сказать, не сдавал я ДНК. Задавайте вопросы, которые у вас есть, если есть, конечно. В чем только меня не упрекают, Господи. Честно сказать, это очень, очень, очень смешно. Хотя я не удивлен. То мне тексты пишут. Там Антоша, да? Великий историк у норнийцев. Антон говорил, что мне там пишут тексты Эшпату. Многие издавали Эшпату и ДНК. Как там говорили, что мне тексты пишут, что руководство там региона и так далее и тому подобное. Это, конечно, смешно. Конечно, смешно. А люди, которые работают с руководством, они не нуждаются ни в каких поддержке, в донатах, в книгах и всем остальным. Те, кто со мной связан, многие ребята со мной связаны, связываются, помогают мне, книги покупают, карты покупают. Допустим, тот же Ибраим помог мне сделать этот YouTube-канал Башлам.39 Live. Он помогает мне всячески, хоть и никогда в жизни со мной вживую не встречался, живет за границей. Тоже покупает книги, покупает там с интернетом, пытался помочь. Книги, карты покупает. ДРС Хил Ибраим. Он из не моего тейпа, он из тейпа Цуантрува. Очхой Мартановец, наш западный сектор, так сказать. Днем и ночью, в любое время, когда я захожу, он заходит, со мной работает. И я всегда говорил и говорю, чтобы никого не привлечь. Зайдут ингуши, сюли, без разницы там, кто бы ни зашел. Я всегда говорю, когда начинают вот такие провокационные вопросы, да, не задавайте. Я не знаю, кто сидит здесь, кто записывает. В ЦП он работает, ФСБ он работает, МВД он работает, ГРУ, МОСАД, ЦРУ. Я не знаю, где кто работает, кто сидит здесь, кто стукачит здесь. Но то, что стукачили на меня, доносили, звонили, говорили, и говорили, вы же сами знаете, мы же были с вами. Все эти годы, 4 года вместе, вы же все это прекрасно помните. То я там на крутых машинах ездил, оказалось, что я без машины. То я там на крутой, там в парламенте работаю, упрекали меня. В парламенте я не работаю. А то, что я подал заявку, попытался, как говорится, пробаллотироваться, но вы все были тому свидетельством, попробовали, не получилось. Что еще? Как это связано с историей, я честно сказать не могу. Какие-то там удоды пытаются там приписать и сказать, что якобы там, что я старавливаю чеченцев и там ингушей там и так далее. Зачем? Уаллахи, биллахи, таллахи не стравливаю. Вы видите, у меня недели, почти что месяц бывает без даже разоблачения норнийцев. Когда нечего разоблачать, когда перестают врать, я оставляю, я занимаюсь своей историей, своими картами. И какая мне разница, будь то силой, это или там Алгаской, или это ингуш, мне какая разница? Если он не говорит ничего плохого, он мой сосед, он мой брат, если он мусульманин, поверь. Если он там христианин, он мой сосед хороший. Главное, что не наговаривать и не рассказывать чушь об истории моего народа. А перехождение, уже когда переходит на личности, это уже говорит о том, что человек слабый. Он не может вам ничего не доказать, не поговорить не может с тобой ни о чем. Но врать о твоей должности и обо всем остальном, но это ерунда. Так многие люди, конечно, узнают в магазине, везде, когда я хожу, там подходят, здороваются, фоткаются, обнимаются, Баркалдери, Эсхил, и все, кого я не встретил, 99
процентов все говорят, соцмасосла, да, диквол, бон, особенно старшее поколение. Но появляются какие-то люди, я не знаю, там, типа, кого-то, я не знаю, Аллаху алям. Я зачитал, потому что я не боюсь этих вопросов. Я никого ничего не скрываю. С делегацией почти со всего, не скажу, со всех сторон, там, с Наура были у меня, с Нажаюрта были у меня, с Итумкалей были у меня в гостях, с Ачхой Мартана, с Северноводска, с Ингушетии приезжали ко мне, прямо ко мне домой, в квартиру, сидели вместе, чай пили. Да никакой проблемы в этом нету. Можете посмотреть и все. Когда уже не могут прикопаться, там, начинают упрекать, там, ладно. Ты слишком много оправдываешься, Башлам. Не стоит, тем более перед ними. Походу у тебя привычка в этом вырабатывается, подумал. Нет, дело не в том, что привычка вырабатывается. Давно у меня не было вопроса ко мне по этому поводу. И поэтому я как-то решил ответить. Пусть приведут 4 свидетелей, а если нет, то лжецы и точка. Боюсь, что тогда будет очень много лжецов. Это всегда так. Задавайте вопросы, Ибра, если есть с Ютуба, задавайте вопросы. Так, вот личный вопрос. Сколько тебе сегодня задонатили? Там всего лишь 3 доната. И там нету даже 1500 или так далее и тому подобное. 2000, 3000, 5000 даже. Донашн — это добровольное пожертвование, кто сколько хочет донатить. Поэтому я никогда ни от кого ничего не скрываю. Но все-таки было бы правильно, если бы задавали вопросы по истории. Вот. По истории, я не знаю, от даты, географии, что-нибудь задавайте. Когда я редко провожу стримы, вы говорите, когда стрим проведешь, когда стрим проведешь. Я засыпаю под тебя, я слушаю, много от тебя научился, узнал. Когда я провожу же эфиры и начинаю вас задавать вопросы или зачитываю, чтобы вам не было скучно, потом определенное время, чтобы вы написали, задали вопрос, я не знаю. Ну, прямо стихаете как-то. Происхождение Шахар, скорее всего, от слова Шахар, анклавы. Ведь анклавы Нохчи были от Сирии до Кавказской. Ну нет, Шахар уже все знают. Я тебе так скажу. Шахар — это персидское название. Тут уже не нужно домысливать. Башлам, с Европы на PayPal приходят ли РФ деньги? К сожалению, пока приостановили на PayPal. В Ютубе, все, кто в Ютубе есть, Ибраим нашел, поставил программу, называется Donation Alerts. Через него с любого европейского государства можно задонатить, и он сразу отправляет ко мне на сбербанковскую карту. А так, других вариантов. И закинули карточку, тоже Ибраим закидывал. Есть европейская немецкая карта, на которую тоже можете перевести. Это мой родной дядя Индербиев Саид. Он, если кто-то задонатит, сказал, что когда будет ехать домой, привезет и отдаст, если есть возможность. Вот так пока PayPal приостановил под санкциями. Россия сейчас под жесточайшими санкциями, поэтому с Европы донейшена не было, очень давно не было. Последний через Donation Alerts прислал мой брат из Тайпа Экшпату, он задонатил. Это было месяца 3 или 4 тому назад. С Европы вообще донейшена нет почти. Вот кто делает, заходит Умар, делает Шароевский, делает Шах, делает один брат из Ауха. Вот 4 человека, 5 человек, которые вот пытаются как-то помочь.
Денмарк. Денмарк. Звучит как Деймарк. Совпадение, как думаешь? В основном совпадение очень много. Я по лингвистике не силен часто. У басков всех я отрицательная группа крови. Я баса. Первая отрицательная группа крови. И эта группа самая редкая. Не знаю. Я честно даже не знаю, какая у меня. Вроде вторая отрицательная. Я точно не знаю. Даже, хотя я раньше знал, сейчас уже не помню, какая. Да, я могучий называется. Самое интересное, что в перевод на русский язык записано «я могучий». И все меня спрашивают, что если написано «я могучий», это японская компания. Это та самая компания, которую я вам рассказывал, которая делает хорошие фирменные кресла для массажные кресла, спортивный инвентарь, то есть чистый японец. Вот я непосредственно они мне подарили. И здесь сбоку они сейчас перешли на русский, написано «Я могучий». Все читают, ты, короче, типа пафосно, «Я могучий». Я не имею в виду себя, что я могучий, а «Я могучий», там, перевод в прямом смысле такой. Марк, это на шаройском диалекте. Вот такая интересная бейсболка. Впервые мне в жизни достается бейсболка, у которого есть и осенняя версия, и летняя версия. То есть вот здесь есть скрепки, на него есть специально прозрачная такая, как пленка на машине. Во время дождя ее надеваешь, чтобы кепка не намокала. То есть японцы во всем преуспели. Гады такие, гады. Даже не знаю, столько постов опубликовал, что никаких вопросов не возникает. Ни посты, не зачитал информацию, кистинцы, дзурзуки, кистеби. Что-нибудь вам вообще интересно, раз спрашиваете? Вроде я себе даже ответил. Про айнов? Нет, не читал. Многие, которые пишут комментарии, особенно, я не знаю, с Ингушетии, с Дагестана, вам бы здесь задать вопрос. Расскажи про государство Сим-Сим или Сим-Сим государство, да. Оно было вроде как на восточной территории Чеченской республики. В то же время, когда были дзурзуки, на которых картах это было видно. Сим-Сим нет, немножко не так. Сим-Сим это юго-восточная часть, это где нынешний Гудермес и чуть выше, вот в этой области локализация написана Сим-Сим. Дзурзукети, она идет в горной части, это где Шарой, и Тумкали, и Галанджош, это область Дзурзукетия. Ну и вплоть до черных Шатойского, Курчелойского, там, в этой плоскости. Был все-таки чуть ниже. Ну, про государство Сим очень мало известно. Оно считается на рубеже веков как раз таки. Сейчас я постараюсь вам, чтобы было. Между Териком и Сулаком находится, видите, то есть это старая карта, она более редко как бы публикуется там. Дальше локацию видите, да, где находится Сарир, между Дербентом и Сулаком находится Сарир. Симсир находится в области как раз таки Кудермес, Курчалой, Алярой, то есть это Ичкеринская, в основе своей ближе к Ичкеринской
земле. Вот здесь я находился. Ближе к горам, если вот вы видите второй ряд гор, в верхней части, вот где Сарир написано, только вот наше междуречье, вот в этой области находилась Дзердзикети. Но мы дзурзукские карты тоже будем публиковать, обязательно вы увидите примерно другое тоже. Более ясно, чтобы было, видите, чтобы было видно. То есть даже здесь не столько, здесь между вот область какую, которую выбирает. Видите? Это даже не Терек, чтобы вы знали. Сарир где находится, а Терек находится последнее. Видите? Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь Сунжа. И за Сунжей вот эта огромная территория, это территория Нохчичу. А Сарир находится прямо на границе. Это то есть современный Аух, Гудурмес. Вот в этой области находится Сарир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ваша, есть ли выходцы из Шароя предводители или же прославленные воины? Конечно, есть. Конечно, есть. Что я просто не сильно люблю эту тему. И были, и найбы были, и воины были. Что тут шаройские тейпы нисколько не уступают ни одному представителю как бы наших остальных тайпов. Так что за это и переживать даже не стоит, и обсуждать. Конечно, были. Давайте что-нибудь еще вам постараюсь показать интересное. Интересное. Хотел что-то опубликовать, что-то вам. Так. Что-нибудь. Вот карта, чтобы было видно. Это грузинская карта. Грузия, как видите, написано, да? Где находится Дурдзуки. Это грузинская карта. Область. Симсир тоже были Нохчи, получается. Конечно, Симсир Нохчи. Сим-Сим называют кто-то, Симсир называют. Конечно же, были. Улетаю с эфира что-то. Не знаю, Заур, посмотри, может перезагрузить. Видите, какая карта тоже. Это грузинская карта. Я, честно сказать, некоторые... Вот это почему-то французская карта. Французы опубликовали или немцы опубликовали. Вот такую карту Чечни. Я не знаю почему, на чем основываясь, но, видать, вот есть такая карта. У меня много разных карт, и ни одной из них обычно, как я вам и говорил, я не публиковал. Сейчас что-нибудь еще-то хотел я вам показать. Мы подготовили историческую карту горной части Чечни, обозначим на ней старые названия сел и поселений, где у нас находятся или расположены объекты культурного наследия. Речь идет про те объекты, на которых уже проведены проектно-искательские, а также ремонтно-реставрационные работы. В левом углу у нас условное обозначение. Коричневым цветом мы выделили или обозначили объекты. Короче, к сожалению, осталось 2 минуты, я поэтому отключил видео, я обязательно загружу. Огромное спасибо моим 3 братьям, которые сегодня задонатили. Всем вам, братья и сестры, огромная благодарность. Не забывайте лайкать. Подпишитесь обязательно на канал в YouTube bashlam.39 live, желательно через VPN. Пишите в Facebook, везде, где есть, везде мы есть. Пишите, задавайте вопросы. Постараюсь ответить как
как можно. А сейчас, к сожалению, время закончилось. Вопросы пишите в директ, обязательно отвечу. Если кого-то обидел ненароком или задел, прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Никого не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Нормальные, достойные люди всегда были хорошими братьями, хорошими соседями. А тот, кто оскорбляет и пишет гадости, он является как минимум, как максимум нарницем и